Всем, друзья, привет! Мы с вами находимся в Абхазии. Я вам сейчас покажу один из пляжей. Ну, ширина этого пляжа, наверное, метров 150 приблизительно. Очень мало отдыхающих, идеально чистая вода. Здесь мы видим дальше пирс. Там, я так понимаю, заброшенный пирс, потому что там кран ржавый. Но мы сейчас туда подойдем, посмотрим, погуляем по этому пирсу, посмотрим, как это все выглядит. И в целом здесь очень много недостроя. Я так понимаю, что в конце 80-х при Советском Союзе строили массово различные пансионаты, дома отдыха. И вот как раз вот эти пансионаты, дома отдыха как раз в те года и задержались. Также мы можем увидеть, что вот здесь какие-то коммуникации, бетонные плиты какие-то лежат. В общем, это вот то место, или те места практически хотели превратить в Сочи, наверное. И сейчас бы вот было бы, наверное, что-то в Абхазии типа Сочи, когда на каждом, ну буквально на каждом клочке земли какой-то отель, гостиница, пансионат. А вот в Абхазии этого нет. И на мой взгляд это очень хорошо. Потому что если придет, ну как мне кажется, придет российский капитал в Абхазию, то пропадут такие вот уникальные пляжи. Вот смотрите, даже интересно, сейчас мы подойдем. Вот здесь растет пальма канарский финик, она просто растет в лесу. Не знаю, кто ее посадил, может быть случайно, каким-то образом она сюда попала, но это вот лес, там рядом олеандр, тут канарский финик. Возможно, вот этот вот массив, который мы с вами видим, его подготавливали для отдыхающих Советского Союза. И вот если погулять внутри, там много заброшенных мест. Мы сейчас как раз выйдем на этот пирс, чтобы вам было интересно. И вот что мы видим сейчас в Сочи, особенно в центре Сочи, в Хосте видим, в Адлере, в том числе и в Сириусе, есть места, на которые вы просто выйти не можете. Там либо закрыто, особенно вот в Сочи, там очень много мест закрытых, пансионатов, куда пройти просто невозможно. И вот Абхазия, как я уже сказал, бы превратилась в то же самое. Поэтому лучше в таком виде, когда есть доступ у обычных людей в такие места, чем Абхазия превратится в Сочи, и у людей не получится отдыхать в таких местах. Но есть, конечно, минус. Вот можно посмотреть. Тут же никто не убирает, потому что эти пляжи бесхозные, они ничейные. Вот я здесь гуляю, здесь мидий очень много. Наверное, здесь их вылавливают и сразу жарят на костре, скорее всего. Вот видите, еще тоже один недострой. Я думаю, что это именно недострой, потому что внутренней отделки как таковой нет. Но вот здесь уже растет олеандр. Возможно, тут хотели организовать какой-то сад и высаживали экзотические деревья. Вот еще один канарский финик, который растет прямо здесь. Вот, смотрите. Вот он. Пальма растет. И вот его тоже как бы забросили. Ну и видно, мусора много. Но вот возле пляжа, там где море смывает все, там возле пляжа достаточно комфортно. То есть этого мусора нет. Ну потому что волны частенько. И после зимы, я думаю, когда огромные шторма, они все это вымывают, либо смывают. Вот смотрите, тут железяки. Вообще в Абхазии очень много всяких железяк. Тут почему-то металл вообще не собирают, я не знаю, не ценится он вообще. То есть много металла, который не собирает. Вот для меня это большой секрет. Прям вот по улицам где-то валяется, трубы валяются. Вот смотрите, вот металл, я вам показываю, да? Вот тоже, сейчас мы выйдем на вот эту платформу. Тут люди что-то делают. Вот заброшены суда, ну какой-то катер заброшенный, видите, да? То есть никому не нужны. И вот сам пирс, скорее всего, возможно, этот пирс бы относился вот к этому пансионату, который тут строят. Ну вот смотрите, заброшенное строение. И через эти строения просто ходят люди. Я так понимаю, что это просто место транзита людей. Они тут проходят на море.
Вот судно. Ну а это мы с вами видим заброшенная бесхозная территория. И я так понимаю, сюда ходят местные. Потому что... А как этот пансионат назывался, не знаете? Как пансионат назывался? Который не достроили. Ну вот это вот, это что такое? Ну вот это, я так понимаю, местные абхазские, ну я так думаю, судя по внешнему виду. И вот смотрите, я так понимаю, это была какая-то база, которая относилась к этому пансионату, возможно. Тут стройка велась. Вот уже высаженные пальмы. Вот, возможно, это была кухня, столовая, видите, да? Ну и, конечно, тут еще москвич старый. То есть все в таком состоянии. А ведь это могло приносить доход, ну, для той же самой Абхазии. Они как-то вот таких вот мест очень много на самом деле. Агава в одиночестве растет. Ну, тут, судя по плитке, наверное, что-то было там типа рукомойника. Там мыли руки. Ну, может быть, как раз вот это вот было хозпомещение, в котором, да, это, скорее всего, там плитка. Скорее всего, это было хозпомещение, где готовили еду. Там можно еще на второй этаж забраться, посмотреть. Ну вот, я не знаю, но судя по тому, что я вижу наверху, вот там в окнах, там какая-то отделка была. Освещение уже установлено. Вот, наверное, в те года москвич был, его оставили, потом разобрали, ничего не осталось. Вот провести бы инвентаризацию, провести вот в каком состоянии находятся опоры, вложить сюда деньги, ну, вложить в смысле абхазским властям, и, возможно, это место бы приносило деньги. Но, опять же таки, был бы минус. Скорее всего, на пляже рядом с этим пансионатом уже просто так нельзя было бы зайти. Может быть, он был бы закрытый. Эти счетчики, щитки, 2ШМ от КТП. То есть вот металл валяется, вот буквально металл. Если бы такое в России валялось, такие вот провода, которые тут валяются, уже бы давно все разобрали. Посмотрите. А здесь вот такие вот куски металла бесхозные, никому не нужны. Стекла валяются в большом количестве. Ну вот смотрите, что тут. Ступеньки. Ну, я скажу так, возможно, этот пансионат еще даже и работал. Судя по тому, как это все тут сделано, видите, что стены, коммуникации, вон, смотрите, были. То есть, возможно, он даже был сдан в эксплуатацию, я не знаю. Но вот таких вот пансионатов, домов отдыха очень много заброшенных. Рукомойник. Это же все советское, видно прям, как это все выглядит. Это еще в советские времена производили. Видите, как это все смотрится. Вот такое вот место. Смотрите. Сейчас мы пойдем на пирс. Я так понял, что этот пирс используется местными для того, чтобы там плавать возле пирса. Ну, я так думаю, потому что туда местные пошли. Я не знаю, как к этому относиться. Вот лично мне нравится, что Абхазия в таких вот заброшках. Очень нравится. Потому что люди, которые приезжают на природу, приезжают на пляже, да, тут мусор валяется. Но по мне, лучше пускай валяется мусор, чем невозможно прийти на этот пляж. Лично по мне. Потому что вот между Мамайкой, например, и центром Сочи, да, или пляжем Чайка, пляжный комплекс Чайка, там же практически все пляжи заняты. Это вот все как раз платные пансионаты, дома отдыха в Сочи. Туда даже невозможно пройти. Там вплоть до того, что там висит колючая проволока. Я так понимаю, что вот тут какие-то коммуникации. Посмотрите. Ну, это кран. Опять же таки железо. Никому не нужен. Там внутри очень много
всякой инфраструктуры, которая была нужна, скорее всего. Это холодильное оборудование было, может быть, или что-то типа такого. И вот тут машинки, остатки. Тоже сколько это килограмм весит, я не представляю, это можно сдать. Тут просто озолотиться можно. Возможно, вот в этих ангарах стояли какие-то грузовые автомобили. Может быть, в этих ангарах стояли автомобили. Может, пожарная была, я не знаю. Ну, в целом, тут был какой-то автомобильный парк. АТХ, автохозяйство еще называют, да, в те времена. Который обслуживал, возможно, ближайшие пансионаты. Привозил, увозил что-то. Вот видите, тут бутылки валяются. Вот яма ремонтная, для ремонта. То есть видно, что здесь производился какой-то ремонт. И видно, что это все использовалось для каких-то нужд. Ну, как для нужд, для машин, автомобилей грузовых. Видите, то есть был автомобильный парк. Туда еще пойти, там еще заброшенный пансионат. Ну, то есть тут можно ходить по заброшенным пансионатам, их тут очень много. Они открыты, по ним люди гуляют. И местные гуляют, ну и так далее. Давайте посмотрим, как тут все это выглядит. Вот, смотрите, провода торчат. Сейчас попробую включить свет. Ну вот, тут просто железяки, их много. И, в общем-то, вот такая вот здесь ситуация. Чем дальше идти не буду, я думаю, так понятно, что там. Я думаю, помещения здесь все неотапливаемые, потому что смысла в этом не было. Вот, очень много людей, особенно любителей заброшек, едут в Абхазии, изучают эти места. Это же советский кран. И сейчас мы как раз выходим с вами на пирс. Газовые баллоны. Один тут сколько весит. Ну, я так думаю, что в Абхазии почему вот это все не используется, ну, металлолом не используется. Потому что тут же нет никакой металлургии, переработки вторсырья, да, ну, того же самого металла, да, то есть тут же ничего этого не делают. А в Россию это все не вывести. И поэтому оно просто стоит и просто ждет. Видите, какие-то, я не знаю, что это такое. Может, кто был в советское время, подскажет, что это за станки такие. С чем это связано вообще, эти станки? Видите, да? Может, гильотина какая-то, может, еще для каких-то нужд. В общем, на этих станках, я думаю, что-то делали. Может, металл обрабатывали, может, еще что-нибудь делали. Возможно, видите? Просто все стоит, и так стоит очень много вообще в Абхазии. Ну, а мы с вами сейчас выйдем на пирс, тут еще коровы гуляют, и как раз посмотрим. Вот самое интересное, видите, там малый радар стоит. Я не знаю, зачем его поставили, но он не рабочий. То есть малый радар. Вот вам покажу. Вот он. И такое ощущение, что он такого более-менее современного типа. Только вот я не пойму, зачем его тут поставили. А может, это и не современный радар. Но походу, что это современный. Что больше похож на современный радар. Вот смотрите, катер Виктория. И все вот эти коммуникации. То есть вот тут можно идти по берегу моря. И тут огромное количество пансионатов. Через какое-то время встречается. Я когда вот общался с гидом, который возит в Абхазии людей, и спрашиваю, почему так все в заброшенном состоянии, говорит, денег нет. Денег нет. Ну, возможно. Ну, тут же еще страна тоже, знаете, да? Вот смотрите. Возможно, это как раз... Хотя вроде бы смотрится все относительно современно. И радар тоже смотрится современно.
Зачем тут поставили, непонятно. Но вот сам пирс, вот олеандр растет. Сосна прямо рядом с олеандром. Редко увидишь такое. Я имею в виду именно здесь. Ну и, конечно, мусор везде разбросанный. Огромные куски металла, огромные куски каких-то бетонных вырванных конструкций. Вот еще корова ходит. Видите вы, наверное, да? Ее. Вот она, корова пошла. Ну и давайте с вами пройдем на такой вот пирс. Смотрите, тут еще рядом пирс. Там еще пирс. И вот на этих пирсах отдыхают люди. Тут на этом пирсе это не похоже на асфальт. Похоже на какой-то бетон. Скорее всего, залитый камнем. Ну, обычным камнем с пляжа. Пляжный камешек. Галька. Ну, я так думаю, что это именно галька. Зачем далеко ехать, когда можно гальку прямо взять с моря? Зачем ее возить с гор, да? Вот пляжная галька, которую можно потом же и использовать. Ну вот, показываю вам, как это все смотрится. Вот они, пляжи. Там где-то побольше людей, где-то поменьше. Но в целом их тут немного. И вот на самом пляже тут достаточно чисто. Ну, потому что волны, море, они все подмывают, смывают. Кто-то тут на сапах плавает. Вот, смотрите. И вот мы с вами, наверное, выходим на смотровую площадку. Не знаю, сколько еще будет у нас держаться эта платформа, на которой мы с вами находимся. Тут два крана. Один какой-то стационарный, ну и второй такой кран, который замер во времени. Потому что он что-то поднял, какой-то груз, и так в таком состоянии остался. Вот они, пансионаты. Там тоже с той стороны пансионаты, можно ходить гулять. Там много всяких заброшек. И вот смотрите, кран. Почему-то в этом кране не разбиты стекла. Я даже не знаю почему. Очень странно, на мой взгляд. И там висит замок. И вот какая-то конструкция замерла навеки под этим краном. Над этим краном. И там люди стоят прям под этим краном. Упадет на голову и капут. Ничего не останется, даже мокрого места. Не, мокрое место останется. Ну вот такое вот место. И давайте посмотрим, вот тоже кран. Я так понимаю, что вот это лебедка, да? Здесь подвозили сюда. Вот по этому пирсу. Вот. И потом лебедка. Что ты делаешь? Что? Что делаешь? А вы кто такой? Я? Да. Начальник контрразведки. Зачем ты это снимаешь? Мужик нервничал сильно. Ну что, друзья, вот такая вот Абхазия. Всем желаю хорошего настроения. Обязательно подписываемся на мой канал, включаем колокольчик, ставим лайк. Всем пока-пока и до скорых встреч.